Вооруженным силам Республики Абхазия 28 лет. 11 октября 1992 года председатель Президиума Верховного Совета Республики Абхазия Владислав Ардзинба подписал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата официально считается днем создания Вооруженных сил Республики Абхазия, днем рождения Абхазской армии. По традиции, в честь 28-й годовщины создания Министерства обороны Республики Абхазия состоялась церемония возложения венков в парке боевой славы. На этот раз с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Память погибших воинов почтили министр обороны Владимир Ануа, офицеры, военнослужащие. Оборонное ведомство страны прошло через сложный путь становления, формируясь в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Это событие стало важнейшим фактором организации сопротивления грузинскому агрессору, формирования на основе народного ополчения регулярной абхазской армии, залогом победы в Отечественной войне народа Абхазии. Конечно же, в создании абхазской армии велика роль первого президента Владислава Ардзинба и первых военачальников Владимира Аршба и Султана Сосналиева. Еще до 14 августа 1992 года начали формировать в Абхазии отдельный полк внутренних войск. Вот можно сказать, что на базе вот этого полка, потом впоследствии уже после 14 августа шло уже формирование частей и подразделений. И на основании этого уже постановлением Верховного Совета от 11 октября 1992 года было создано Министерство обороны и Генеральный штаб вооруженных сил. И с того времени начинается отсчет времени. Конечно, без создания вооруженных сил, без частей и подразделений, только опираясь на какие-то другие формирования, победы могло бы и не быть. Вооруженные силы Республики Абхазия были созданы в судьбоносное время, когда наш народ противостоял беспощадному врагу. После первой же победы в Отечественной войне народа Абхазии, освобождения Гагры, было принято решение о создании абхазской армии. В мировой военной истории очень мало примеров, когда победа над врагом достигалась малочисленным народом. И сегодня вооруженные силы Республики Абхазия – это мобильные, оснащенные, эффективные подразделения, способные успешно противостоять вероятному противнику. Идет, во-первых, подготовка кадров. Это основной упор. То, что делаем, это и командиры подразделений. Они имеют определенный военный уровень для того, чтобы потом было уже реально руководить войсками. И, конечно, оснащение, и то, что уже после 2008 года, что после подписания соглашения, что у нас есть все возможности для того, чтобы наши граждане обучались в высших военных учебных заведениях, а офицерам получать уже высшее военное образование в академиях, в Фрунзе, в академиях других, и в академии Генерального штаба. Сегодня можно сказать, что вооруженные силы командным составом, кадровым составом на более 80% оснащены. Вооруженные силы были и остаются гарантом национальной безопасности. Потому у государства в приоритете укрепление армии, ее современным вооружением. Уроки прошедшей войны и тяжелого послевоенного времени поставили перед абхазской армией новые требования, с которыми она справляется. За 28 лет, надо сказать, вооруженные силы претерпели, конечно, много различных изменений. Это были послевоенные годы, когда, в общем-то, на ветеранах войны держались вооруженные силы. Это прошел период, непростой период борьбы с терроризмом в Гальском районе. Сегодня мы имеем возможность комплектовать наши вооруженные силы высококлассными специалистами. И мы добиваемся того, чтобы в командовании резервных подразделений практически составляли люди, имеющие высшее военное образование. Такие варианты у нас сейчас есть, такая возможность есть. Я должен это сказать с большим удовлетворением. Дело в том, что в период войны мы столкнулись с ситуацией, когда было очень мало специалистов военного профиля. И этот недостаток сегодня, можно сказать, исправляется с очень высоким качеством. Для нас это важный праздник. Мы с гордостью воспринимаем этот день и надеемся, что и в дальнейшем это станет, не просто станет, а должен быть всенародным праздником.
Сегодня вооруженные силы Республики Абхазия твердо и самоотверженно стоят на страже национальных интересов нашей страны. Они располагают большими возможностями для защиты целостности и безопасности государства. Аля Катрапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.